До гэтага матча абедзве каці рыхтаваліся асабліва. Белыя майкі і сімволіка любімага клубу. Увогуле дзяўчаты імкнуцца не прапусціць ніводнай гульні, пабалець за любимую команду, справа гонару. За 4 дня продажи продали 8 тысяч билетов из 10 200. Было очень сложно достать их. В общем, мы договорились, получается, и вот сегодня перед игрой забрали билеты свои. Трапіць на трибуны на гульню «Динамо Брест-Альтах» оказалося непросто. Першие 5000 билетов было реализовано в первый день. За 3 дни разошлись все, больше за 9000. Первый день было вообще просто толпа людей. 3 часа тут люди по 3 часа, по 4 стояли возле касс, ждали. Как бы вот. Кто успел, тот приобрел. Приходилось стоять в очереди и даже применять силу, чтобы удержаться там, а то отталкивать. Справедливость восторжествовала в этом нашем деле. Пришли на матч поддержать свою команду. Настрой вот. Искали долго, я искал, если долго, нашли, купил. С рук покупать невыгодно, Нельзя. Они продаются очень дорого. Те, кому билетов не хапило, за матчем назирали про загороджу. Приезжали, очереди большие были. Вот. А потом Тикет.Про там тоже уже не осталось почти. У меня был билет, у меня просто ребенок маленький, и порвал его, взял, как бы, и этого. Подошел как бы к человеку, там хотел взять, но немного дороговато было. Было такое, то, что даже сейчас вот подходил просто к человеку, спрашивал, говорю, то, что билет есть, как бы, он говорит, 25 рублей за билет, чтобы пройти, как бы, я думаю, этого не стоит. В принципе, это стоит этого, но очень много задирает, если можно подойти на кассу просто и купить. Актыўна прапанавалі шчаслівыя білеты ў інтэрнэт-прасторы. Пры гэтым цана ў віртуальных прадаўцоў адрознівалася ад касавай у некалькі разоў. 4 і 6 рублёў у залежнасці ад месца на стадыёне афіцыйна, за 20 і нават 100 рублёў з рук. Абмяжоўваць колькасць праданых білетаў у адны рукі тлумачыць кіраўніцтва спорткомплексу няма сэнсу. Вялікаму попыту паспрыяў ажыятаж вакол самой гульні. Звычайна ж ситуация іншая. На данную игру у нас самое большое количество было продано в одни руки 40 билетов. Вот. Ну, слухи разные ходят, что кто-то потом их передает 2 раза дороже, или в 3, или в 1,5. Слухи, они как бы ничем не подтверждены, их никто за руку не словил. У свою чаргу каментировать билетный бизнес и его легальность правоохоўныя и податковые органы адмаўляюцца. Фактаў не зафіксавана. Але факт, які дакладна не аспрэчыш, узросшая папулярнасць брэсцкай каманды. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».